лишь предвыборный антипиар в его сторону. Ну а что больше сказать о человеке, который очень внимательно следит за своей репутацией, для кого не безразлично, что скажут его детям, в первую очередь, о деятельности их отца. То есть он за этим, за всем внимательно следит. Критика ради критики, она не должна иметь права на жизнь. Это мое мнение, и думаю, что многие разделяют его. Вот этот процесс, он в принципе пагубен вообще для любого правового государства, которое стремится построить демократическое такое правовое государство. Это нехорошие такие прецеденты. Мне бы хотелось, чтобы у нас, у абхазов, всегда на первом плане стало умение договариваться, умение общаться, слышать друг друга, слушать друг друга. Тимур, нашему обществу вы известны как работник культуры, вы также совмещаете эту деятельность с педагогической, вы активный участник многих процессов в нашей стране. Вот я часто читаю ваши комментарии, ваши посты в социальных сетях. В том числе вы комментируете и политические события, у вас есть свое видение, у вас сформировался свой интересный, не похожий на другие взгляды. Я в этой связи хотела бы с вами пообщаться и начать с того, как вы видите выход из сложившейся кризисной внутриполитической ситуации в нашей стране? Скажу так, сразу хочу начать с того, что не являюсь политиком, хотя пробовал себя в этом направлении, баллотировался. Народ принял решение другое, я принял это решение народа и не попал в законодательный орган. Мне всегда была интересна политика, мне всегда было интересно, насколько это сложно сделать так, чтобы людям было комфортно жить, максимально честно, открыто, справедливо, чтобы все процессы проходили в нашей стране. Из сложившейся ситуации выход есть, однозначно есть. И на сегодняшний день моя позиция и моя поддержка кандидату в президенты Республики Абхазия, она выражена четко и открыто. Я всецело доверяю Бадре Зурабовичу, и у меня масса на то причин. Первое, во главу угла я, естественно, всегда ставил и буду ставить человеческие качества. Во-первых, хочу сказать, что, будучи достаточно молодым, Бадр Зурабович возглавил управление культурой, и тогда были очень много скептически настроенных людей, даже в сфере культуры, скажу так, мол, что это его профиль совершенно другой, что он потерял в культуре и так далее, но прошло буквально немного времени, и человек реально делом показал и доказал, что он умеет работать, дабы было желание. Сегодня выход из сложившейся ситуации я именно связываю с этим человеком, конкретно с его командой профессионалов. Молодые люди есть, которые бескорыстно хотят стать рядом, намерены улучшить во всех отраслях. У нас сегодня, к сожалению, проблемы имеют накопительный характер, и при решении этих самых проблем, естественно, нужен, на мой взгляд, грамотный и, самое главное, бескорыстный подход. Поэтому все пошагово, естественно. Мы, комментируя те или иные процессы в стране, всегда видим себя, допустим, на месте президента. И мы знаем все рецепты, как нужно выходить из ситуации. Но когда ты оказываешься реально в этом пространстве, когда за тобой народ, и когда нужно принимать решения, это совершенно другое. Сидя на диване, комментировать и как-то советовать, это одно, конечно, но в целом у меня позитивный настрой, я хочу это отметить. И очень многие удивлены почему-то моим выбором сегодня, очень многие. Даже звонят, пишут, мы не ожидали, а я говорю, чего вы ожидали от меня? Я гражданин, я 10 лет отслужил в вооруженных силах, 18 лет преподаю в школе, 10 лет работаю в области культуры и 21 год в общей сложности служу своей родине. Но никогда я не пакостил, никогда не делал каких-то
противозаконных действий. То есть всегда хочу внести свою скромную, может быть, но лепту в развитие, становление нашего общества. И поэтому никаких вообще сомнений быть не должно, что мой выбор осознанный и, самое главное, непредвзятый. Вот. И хотелось бы, чтобы люди услышали это мнение. Многие отождествляют нынешнего кандидата Вадру Гунва с предыдущей властью, говорят о том, что, скорее всего, это будет продолжатель уже сформировавшейся политики, который вряд ли привнесет нечто новое. Как вот вы, зная его как человека уже долгие годы, как вы сказали, как вы относитесь вот к такой точке зрения? Ну, не более, знаете как, скажу так, что это всего лишь предвыборный антипиар в его сторону. Ну а что больше сказать о человеке, который очень внимательно следит за своей репутацией, для кого не безразлично, что скажут его детям, в первую очередь, о деятельности их отца. То есть он за этим, за всем внимательно следит, и он живет по принципу Апсвара. А что больше можно ему инкриминировать? Я считаю, что если бы у него были какие-то грехи перед обществом и какие-то ему там инкриминируют чуть ли не преступления и так далее, то есть это не более чем предвыборный такой антипиар. Он же остался исполнять обязанности президента. То есть у оппозиционеров же не было никаких нареканий в его адрес. И я здесь прослеживаю логику в том, что раз он был руководителем определенное время, исполнял обязанности, значит, он был достоин руководить этой страной. Если бы он не был достоин, соответственно, рассматривался бы, наверное, спикер парламента и так далее. То есть вот здесь чуть-чуть есть противоречия вот в этих высказываниях, и это должны люди понимать элементарно. Я хочу сказать, может быть, самому кандидату, может, это не сильно может понравиться, но я скажу, как есть. Вот сегодня, работая в школе, преподаю, в частности, его сыну тоже. Для меня всегда имеет большое значение, как себя преподносит представитель семьи. То есть любой ребенок — это представитель семьи, фамилии, рода, да, там, села. И я не могу не отметить Рената, да, вот сын Зурабовича, насколько скромный, насколько воспитанный, насколько элементарно. Вот там, видимо, и дедушкино воспитание, и дедушки, там, бабушки, это все понятно, но мама и папа же дают основное, вот то, что есть, то, что мы называем воспитание. Школа не может так воспитать однозначно. Мы можем патриотизм прививать, знания давать, но все основное выходит из дома. Хорошие качества, и за это я Бадре Зурабовичу, мы как-то с ним общались, и поблагодарил за воспитание. У него и младшие есть еще в младших классах. То есть для меня важно, из какой семьи, как воспитаны дети. Вот я упоминал в соцсетях тоже про саму фамилию, род, село, там, отец и так далее. Ну, эти вещи для меня важны. Я в этой связи вот хотела бы услышать, что бы вы пожелали гражданам нашим и, возможно, даже кандидатам. Я первое, что хочу пожелать нашим гражданам, еще большей мудрости. Критика ради критики, она не должна иметь права на жизнь. Это мое мнение, и думаю, что многие разделяют его. С 2004 года вот это, извините, тягомотина, да, вот с политическими кризисами продолжается. Это знаете, что напоминает? Вот маршрутку, и ею управляет некий человек. Пассажиры постоянно критикуют, говорят: ты неправильно едешь, давай уйди, давай я поеду, типа я поуправляю автомобилем. И вот этот процесс, он в принципе пагубен вообще для любого правового государства, которое стремится построить демократическое такое правовое государство. Это нехорошие такие прецеденты. И мне бы хотелось, чтобы у нас, у абхазов, всегда на первом плане стало умение договариваться, умение общаться, слышать друг друга, слушать друг друга. У нас почему-то мы часто стали использовать какие-то
переходы на личности, оскорбления. То есть, а потом, когда вот мы встречаемся на свадьбах или на каких-то там траурных мероприятиях, мы с удовольствием пожимаем друг другу руки, обнимаемся, интересуемся, как дела. А вот как только дело доходит до этих соцсетей, мы как будто бы враги. Вот со стороны, если смотреть на эти все вещи, кажется, что мы все друг друга ненавидим, хотя мы все друг друга любим и уважаем. Мне бы хотелось, чтобы соцсети использовались правильно. И если есть успех, даже у самого неуспешного президента, хоть маленький какой-то успех, его нужно сначала отметить, вот здесь хорошо, а вот здесь провал, там провал, то есть пусть даже кругом провал, но хотя бы маленькое что-то есть, что можно отметить. Сегодня связывание имени Бадры Гунба с некими другими политиками, я считаю, что это неправильно. Мы должны дать возможность человеку показать и реализовать все, что он намерен вообще в принципе реализовать, и там огромный потенциал. И я хочу, чтобы, реализовывая этот потенциал, мы в своих высказываниях были предельно осторожны и терпимы, потому что нельзя называть белое черным только потому, что вам так хочется. И вот поэтому я Бадре Зурабовичу как-то уже говорил, что поздравлять его с победой я не буду. Я ему пообещал, что в случае избрания на должность президента я ему пожелаю удачи, сил и терпения. Вот я так и сделаю, в принципе. Думаю, что наш кандидат победит, и мои пожелания будут такие. А поздравлять я его буду по окончании его пятилетки. Вот когда будут все его намеченные планы достигнуты, вот, я тогда с большим удовольствием его поздравлю с победой. Вот там будет его победа.